Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и вначале коротко о главном. Президент подписал указ, согласно которому в целях реализации единой государственной политики в сфере цифровизации принято решение о ликвидации акционерного общества «Түндүк» и передаче его функций госучреждению «Казмат». Кабинет министров направит 38 миллиардов 800 миллионов сомов на поддержку экономики и на сдерживание цен, сообщил первый зампред Кабмина Данияр Амангельдиев. Фермерам и сельхозпроизводителям предоставляется возможность получить льготные кредиты по 2% годовых на внедрение капельного орошения и других современных водосберегающих технологий, сообщает Минсельхоз. Президент подписал указ о некоторых вопросах открытого акционерного общества «Түндүк». Согласно указу, в целях реализации единой государственной политики в сфере цифровизации рекомендовано управлению делами президента принять решение о ликвидации акционерного общества «Түндүк» и образовании ликвидационной комиссии. Указом функции и задачи «Түндүк», а также его финансовые и материально-технические средства, нематериальные активы передаются госучреждению «Казмат» при управделами президента. Также будут проведены функциональный анализ и оптимизация структуры для исключения дублирующих функций и определена численность работников «Түндүк», подлежащих трудоустройству в госучреждения «Казмат» с соблюдением требований трудового законодательства. Необходимость принятия данного решения обусловлена тем, что в настоящее время отдельные функции по разработке, модернизации и техническому сопровождению информационных систем госорганов, органов МСУ, государственных и муниципальных предприятий и учреждений выполняются одновременно «Түндүк» и «Казмат». Наличие двух организаций со смежными направлениями деятельности приводит к дублированию отдельных организационных и технических процессов, распределению ресурсов и усложнению координации работ по эксплуатации и развитию государственных цифровых систем. Объединение соответствующих функций в рамках одной структуры позволит оптимизировать использование государственных ресурсов, устранить дублирование, обеспечить более эффективное управление процессами разработки, развития и технического сопровождения цифровых решений. При этом пользователи не должны ожидать изменений в работе платформы «Түндүк» и мобильного приложения «Түндүк». Сам цифровой продукт, в том числе мобильное приложение «Түндүк» и предоставленные посредством него сервисы, продолжат функционировать в полном объеме. В мобильном приложении «Түндүк» запущены уведомления системы «Балалык», благодаря которым родители смогут оперативно получать информацию о статусе заявки ребенка в детский сад. По данным компании, теперь «Түндүк» будет автоматически уведомлять о ключевых этапах: постановке заявки в очередь, выделении места и зачисления ребенка, отказе в зачислении, а также об отчислении из детского сада. Отмечается, что решение реализовано Департаментом цифрового образования совместно с «Түндүк» при поддержке Министерства просвещения. Граждане Кыргызстана теперь могут оплачивать госпошлину при обращении в суд онлайн через смартфон, без посещения банка и ожидания в очередях. Об этом сообщает Верховный суд. Согласно их данным, для расчета суммы пошлины на портале sod.kg работает специальный онлайн-калькулятор. Он определяет размер платежа в зависимости от категории заявления или иска. После расчета суммы пошлины оплатить ее можно через мобильное приложение «Түндүк» или в системе государственных услуг в разделе «Оплата пошлины». Перед подтверждением платежа необходимо проверить ФИО, реквизиты и сумму. Транзакция считается успешно выполненной после списания средств со счета и изменения статуса платежа на «оплачено». Отмечается, что внедрение цифровых решений направлено на экономию времени граждан, повышение доступности правосудия и обеспечение открытости судебной системы. Кабинет министров направит 38 миллиардов 800 миллионов сомов на поддержку экономики, сообщил первый зампред Кабмина Данияр Амангельдиев. В своем заявлении он отметил, что в ближайшее время будет принят план действий Кабинета министров, направленный на сдерживание цен. В его рамках предусматривается направление порядка 38 миллиардов 800 миллионов сомов. Выделенные средства будут направлены на поддержку переработчиков, сельхозпроизводителей и животноводов. Одна из главных целей плана действий – обеспечить вывод на рынок не менее 20 тысяч голов породистого скота. Также в целях обеспечения продовольственной безопасности Кабинет министров планирует поддержку фермеров и по поручению президента строительство логистических комплексов, подчеркнул Амангельдиев. Он добавил, что эти меры направлены на сохранение урожая отечественных сельхозпроизводителей,
своевременное обеспечение рынка продовольствием и покрытие внутренних потребностей страны в продуктах питания за счет собственного производства не менее чем на 70%. Доходы государственного бюджета Кыргызстана в 2027 году ожидаются на уровне 791 миллиарда сомов. К 2031 году Кабмин планирует увеличить их до 1 триллиона 148 миллиардов сомов. Такие данные содержатся в отчете Министерства финансов по фискальной и инвестиционной политике на 2027-2031 годы. Согласно прогнозу ведомства, в 2027 году доходы бюджета составят 28,9% ВВП. К 2031 году их доля снизится до 23%, а расходы госбюджета вырастут с 758 миллиардов сомов в 2027 году до 1 триллиона 49 миллиардов сомов в 2031 году. Минфин планирует сохранить профицит бюджета в течение среднесрочного периода. В 2027 году доходы должны превысить расходы на 32 миллиарда сомов. В 2031 на 99 миллиардов сомов. Средства планируется направить на развитие экономики и погашение государственного долга. В Кыргызстане растут неналоговые доходы бюджета. В 2025 году они выросли на 88 миллиардов сомов и составили в целом 189,5 миллиардов сомов. Такие данные содержатся в отчете Минфина по фискальной и инвестиционной политике до 2031 года. За год доля неналоговых доходов ВВП выросла с 6,4% до 9,6%. К основным источникам неналоговых доходов относятся дивиденды по государственным пакетам акций. Прибыль Нацбанка, перечисляемая в бюджет, платные государственные услуги, сборы и платежи, другие неналоговые поступления. В среднесрочном прогнозе заложены неналоговые поступления в размере 149 миллиардов сомов в 2027 году. К 2031 показатель, как ожидается, составит 189 миллиардов сомов. Фермерам и сельхозпроизводителям в Кыргызстане предоставляется возможность получить льготные кредиты по 2% годовых на внедрение капельного орошения и других современных водосберегающих технологий, сообщает Минсельхоз. По ее данным, проект реализуется совместно при Министерстве и Государственного финансового холдинга. На финансирование данного направления предусмотрено 200 миллионов сомов. Кредиты предоставляются сроком до 7 лет, при этом предусмотрен льготный период до 1 года. Получить кредит в соответствии с установленными требованиями могут фермеры и сельхозпроизводители, а также физические и юридические лица. Прием заявок продолжается. Подробную информацию можно получить в районных управлениях аграрного развития. Для кого-то сад – это место отдыха, а для Ураима Дильшатова – дело, которому он посвящает каждый день. Уже 5 лет пожилой житель Баткенского района выращивает виноград. Сегодня его сад приносит хороший урожай, а вместе с ним и доход. Но для самого садовода виноградник давно стал чем-то большим, чем просто источник заработка. Подробности далее. 5 лет назад Ураим Дильшатов начал выращивать виноград в своем саду. Тонкости возделывания он перенял у родственников, живущих в Узбекистане. Хотя выращивание винограда требует немало труда и времени, пожилой садовод говорит, урожай приносит ему хороший доход. Гроздь обязательно помещается в такой мешочек, иначе ягоды склюют птицы и виноград будет непригодным. Этот сорт более поздний, на солнце он созревает ярко-желтым. Вот, посмотрите для сравнения, поэтому солнечные лучи обязательны для его созревания. Ураим Дильшатов любит, чтобы вокруг все цвело и зеленело, поэтому в саду он установил каркас юрты, а вокруг него разбил цветник. В этом уютном месте они отдыхают всей семьей после трудового дня. Сидим здесь, пьем чай. Сначала я просто фантазировал о такой беседке, а теперь вот построил ее. Когда я вижу результаты своего труда, это придает мне энергии.
Возраст труду не помеха, говорит пенсионер. Он не только выращивает виноград, но и производит биогумус из навоза крупного рогатого скота. Органическим удобрением садовод подкармливает свой сад, а излишки реализует соседям. Тепличные огурцы и томаты портятся быстро, за 2-3 дня, а овощи, которые выращиваются при помощи таких натуральных удобрений, хранятся намного дольше, до 2 недель. Виноградник не просто источник дохода, а дело которому Ураим Дильшатов посвятил себя. С ранней весны до поздней осени он ухаживает за каждой лозой, словно за ребенком. Садовод уверен, если любишь землю, она обязательно тебя прокормит, поэтому и отвечает ему сад щедрым урожаем. Мадина Низамова, Улан Маккамбаев, Таты Бюбю, Кинджиакунова, ЛТР, Баткенская область. Северная объездная дорога Бишкека станет шире и безопаснее. Здесь строят новые мосты и развязки, а двухполосную трассу расширяют до 6 полос. Сейчас готовность объекта составляет 50%. Работы продолжаются круглосуточно. Это участок северной объездной дороги на 239-м километре трассы Алматы-Бишкек-Ташкент. Сейчас здесь строится один из предусмотренных проектом мостов. Строительство мостов у рынка Дордой на пересечении улицы Алматинской и в районе ГЭС-5 уже близится к завершению. Мы стоим на 39-м километре дороги Алматы-Бишкек-Ташкент. Полностью планируем завершить работу в конце следующего года. Эта трасса первой технической категории. Одноуровневых пересечений теперь не будет. Все пересечения будут проходить в 2 уровня. На всех выходах из Бишкека предусмотрены развязки. Сейчас на объекте трудятся более 800 дорожников и привлечено свыше 250 единиц спецтехники. Работы проводятся круглосуточно. На всем протяжении дороги запланировано 13 развязок. 11 будут построены с нуля, еще 2 капитально отремонтированы. Ранее дорога была двухполосной, теперь ее расширяют до 6 полос. Ширина трассы увеличится с 34 до 64 метров. Для расширения дорожного полотна были освобождены участки вдоль трассы. Протяженность трассы составит 33 километра 400 метров. Дорога будет иметь от 4 до 6 полос движения. При этом ширина одной полосы на отдельных участках достигнет 3 метров 75 сантиметров. Трасса станет более безопасной и позволит значительно улучшить движение. Ранее в направлении Дордоя регулярно образовывались большие заторы. После запуска обновленной дороги транспортный поток перераспределится, что поможет снизить нагрузку на городские улицы и сократить пробки в Бишкеке. Главное было на обновленных участках не будет светофоров, так движение транспорта станет более непрерывным. Для безопасности по центру и краям дороги установят металлические барьерные ограждения, а всю трассу оснастят современным освещением. Для пешеходов предусмотрены безопасные надземные переходы и тротуары шириной более 2 метров. Аймерим Назарова, Шамен Болотбекулу, ЛТР, Бишкек. В Минтрансе прошло аппаратное совещание, на котором обсудили подготовку к предстоящим важным мероприятиям и осенне-зимнему периоду. Как сообщили в ведомстве, в связи с предстоящими играми кочевников и мероприятиями ШОС поручено усилить работу по обеспечению надлежащего состояния дорог и бесперебойного транспортного сообщения. Особое внимание также было уделено ремонтным работам и укладке асфальта в регионах страны. В частности, даны задания качественному и своевременному завершению работ на автодорогах на Рын-Баетов и по направлению Калато-Резорт, а также на улицах городов Гульчо и Нарын. Кроме того, на повестку дня были поставлены вопросы заблаговременного заготовления необходимого объема соли и других противогололедных материалов для зимнего периода, а также приведения специальной дорожной техники в технически исправное состояние.
Специалисты муниципального предприятия «Центр цифровых технологий» создали специальное цифровое приложение для волонтеров шестых всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в мэрии Бишкека. По данным ведомства, новый сервис станет удобным рабочим инструментом для волонтеров и поможет им оперативно получать необходимую информацию в период проведения игр. С помощью приложения волонтеры смогут легко ориентироваться на площадках, знакомиться с программой мероприятий, расписанием и другой важной информацией. Кроме того, в приложении предусмотрена возможность оперативно направлять обращения. В случае возникновения различных ситуаций запрос будет передаваться соответствующим службам, что позволит своевременно реагировать и оказывать необходимую помощь. Таким образом, цифровой сервис призван сделать работу волонтеров более организованной и эффективной, а также обеспечить оперативную коммуникацию между волонтерами и ответственными службами в период проведения всемирных игр кочевников. За последние 3 года в Волжской области построено и введено в эксплуатацию более 400 производственных объектов. Наибольшее их количество приходится на Карасуйский район. Развитие промышленности открывает новые рабочие места и постепенно снижает уровень безработицы. При этом на некоторых предприятиях вакансии остаются открытыми круглый год. Как меняется производственный сектор региона, расскажет моя коллега Айтунук Мамытова. Индустриально-логистический центр «Евразия Групп» – одно из крупных предприятий Карасуйского района. Здесь ежемесячно производят до 60 тысяч единиц одежды. Часть продукции отправляется на экспорт в Россию и Казахстан. В настоящее время здесь работает около 130 человек. Заработная плата рабочих в зависимости от выполняемой работы составляет от 25-30 тысяч сомов до $1000. Наргуль Мананова работает на предприятии с самого начала его деятельности. Сейчас она единственный технолог производства. До этого женщина, воспитывающая 6 детей, несколько лет работала за рубежом. Сегодня признается, что возможность зарабатывать дома, не уезжая от семьи, для нее особенно важна. Для специалистов, которые хорошо знают свою профессию, в Кыргызстане тоже стало много высокооплачиваемых рабочих мест. Это меня радует. Намного удобнее работать у себя дома, рядом с близкими. Карасуйский район сегодня остается одним из наиболее активно развивающихся промышленных районов области. Только в прошлом году здесь появилось около 20 новых производственных объектов. Еще 15 планируется ввести в эксплуатацию в этом году. За последние 5 лет в районе количество таких объектов превысило 50. В результате появилось более 3000 дополнительных рабочих мест. Это, в свою очередь, значительно способствует улучшению социального положения населения региона. Расширение производства отражается и на рынке труда. За последние 5 лет число официально зарегистрированных безработных в Волжской области сократилось почти вдвое. В 2021 году их насчитывалось около 30 тысяч. По итогам 2025-го около 18 тысяч человек. За 3 года в регионе создано более 400 производственных объектов. Там появилось около 3500 рабочих мест. Власти рассчитывают, что дальнейшее развитие промышленности позволит обеспечить занятость населения и даст дополнительный импульс экономике области. Айтунук Мамытова, Бектур Калыбекулы, ЛТР, Волжская область. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проверил ход подготовки столицы к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества и 6-х всемирных игр кочевников. Глава столицы проинспектировал состояние объектов и территорий по маршруту следования официальной делегации от международного аэропорта Манас. В рамках рабочей поездки мэр ознакомился с реконструкцией и благоустройством дорожной развязки на улице Манаса, ранее Васильевский тракт. На участке также установлена новая стела с монументом снежного барса. Кроме того, Айбек Джунушалиев ознакомился с ходом реконструкции мемориального комплекса «Аскаташ» и работами по капитальному ремонту путепроводов на улице Манаса. На указанных объектах основные работы по реконструкции завершены. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству и озеленению прилегающих территорий. Бишкекзеленстрою поставлена задача обеспечить качественное и своевременное проведение работ по благоустройству и озеленению. По итогам проверки ответственным службам поручено завершить все необходимые работы в установленные сроки, обеспечить надлежащее состояние объектов и прилегающих территорий в период проведения саммита ШОС.
и 6-х Всемирных игр кочевников. В городе Ош цены на мясо взяты под контроль. Об этом сообщили в мэрии. По ее данным, мэрия города Ош и служба антимонопольного регулирования договорились контролировать цены на говядину и баранину и не допускать их превышения выше установленного уровня. В магазинах, торгующих мясом, проведены рейды и разъяснительная работа с владельцами торговых точек. Отмечается, что в настоящее Отмечается, что в дальнейшем цены на мясо в торговых точках меняться не будут. В Кочкорском районе 70 соток пастбищ незаконно передали под строительство домов, сообщает Генпрокуратура. По ее данным, в рамках реализации земельной амнистии проведена проверка соблюдения требований законодательства в данной сфере. В ходе проверки установлено, что в 2023 году ответственные должностные лица Сарыбулакского айлы-өкмөтү незаконно предоставили в частную собственность жителям села Аккыя пастбищные земельные участки общей площадью 70 соток для строительства жилых домов. По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». В настоящее время проводятся следственные действия. Для бесперебойной работы всех служб и удобства горожан в дни проведения крупных мероприятий изменен и график выходных. 31 августа объявлено нерабочим праздничным днем, а 1 сентября – выходным для работников бюджетных сфер Бишкека. Для сотрудников частных организаций выходной 1 сентября приносит рекомендательный характер. Во время открытия ВИК на гостевых трассах столицы официальные делегации будет сопровождать конная кавалерия патрульно-постовой службы милиции. Это не только создаст торжественную атмосферу, но и подчеркнет традиционный образ жизни кыргызского народа. В праздничные дни в усиленном режиме, включая сотрудников кавалерии, будет задействовано более 15 тысяч сотрудников милиции. В рамках подготовки к предстоящим международным мероприятиям проводится комплекс организационных и профилактических мероприятий. Личный состав проходит дополнительные инструктажи, уточняется расстановка сил и средств, отрабатываются вопросы взаимодействия между подразделениями и органов внутренних дел и другими государственными органами. В усиленном режиме также будут работать медицинская и спасательная службы. На Джайло-Кырчын уже развернут мобильный госпиталь на 150 коек, обеспечением которого занимается МЧС. Для мобильного госпиталя мы привлекли более 20 единиц спецоборудования. Здесь будут работать 80 специалистов Минздрава и МЧС. Они смогут оказывать все виды медпомощи. В госпитале созданы все необходимые условия. Есть и операционные, и диагностическая лаборатория. Для бесперебойной работы всех служб и для удобства горожан в дни проведения крупных мероприятий изменен трудовой график. 31 августа объявлено нерабочим праздничным днем, а 1 сентября – выходным для сотрудников бюджетной сферы Бишкека. Для частных организаций выходной 1 сентября носит рекомендательный характер. А 31 августа у нас считается официально по Трудовому кодексу праздничным нерабочим днем, то есть День независимости. То есть, получается, если в целом по постановлению смотреть, 31 августа это считается для всех работников Кыргызстана нерабочим праздничным днем, а вот 1 сентября есть момент, что это считается выходным днем только для государственных служащих, то есть для организаций, которые финансируются с государственного бюджета. Ну, для тех организаций, кто этот день признает выходным днем, идет сохранение заработной платы, среднемесячной заработной платы. 1 сентября работают все наши подразделения в штатном режиме по всей республике, кроме города Бишкек. Почему город Бишкек не работает? Так как в Бишкеке проходит саммит ШОС. Исходя из этого, некоторые на передвижение будут какие-то ограничения. Из-за этого городские подразделения, которые находятся в городе Бишкек, не будут функционировать, но работает межрегиональный отдел, который находится во Вторынке. Высокогорное ущелье Чунгурчак в 30 километрах от Бишкека – один из вариантов для тех, кто хочет провести свои выходные вне города. Если раньше дорога сюда могла доставлять определенные трудности, то теперь весь маршрут полностью заасфальтирован, а значит, добираться сюда стало намного комфортнее и проще.
Бишкекчанин Арсланбек Мирзаев приехал в Чунгурчак на отдых вместе с семьей и друзьями. Он отмечает, что введение временных ограничений и дополнительных выходных – распространенная мировая практика. По его словам, прислушиваясь к таким рекомендациям, граждане вносят свой вклад в проведение масштабных мероприятий и укрепление авторитета страны на международном уровне. Мы приехали сюда сегодня, нас 4 семьи. Это где-то 30 человек. Здесь все прекрасно. Я побывал во многих странах и видел, что в некоторых странах также просят жителей выехать за город или не выходить на улицы во время крупных международных мероприятий. Саммит ШОС и ВИК будет способствовать развитию нашей страны, и мы должны поддержать государство. Напомним, что 31 августа и 1 сентября ожидаются гости из более чем 100 стран со всего мира. После открытия ВИК основные соревнования пройдут на Иссык-Куле с 1 по 6 сентября. Аймерим Назарова, Меримбек Джусупекулу, ЛТР, Бишкек. В селе Корумду Иссык-Кульской области открылся новый REST-Point, предназначенный для создания комфортных условий для туристов и местных жителей. Об этом сообщает Госагентство по развитию туризма. По их данным, REST-Point предоставляет туристам возможность отдохнуть в пути, воспользоваться санитарно-гигиеническими услугами и другими необходимыми удобствами. Отмечается, что с работой нового объекта ознакомился директор Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов. Развитие подобных объектов в регионах направлено на улучшение туристской инфраструктуры, создание комфортных условий для путешественников и повышение качества придорожного сервиса в Кыргызстане, говорится в сообщении. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч.